Сегодня на заседаниях комитетов депутаты Государственного совета Коми обсудили поправки в бюджет 2012. Предполагается увеличить расходы более чем на 2,5 миллиарда рублей. Куда пойдут эти деньги, выяснил Максим Катаев. Бюджетный вопрос, пожалуй, станет основным в завтрашней повестке дня. С 1 сентября вырастут зарплаты учителей, республика профинансирует создание дополнительных детсадовских мест, закупит пожарную технику для лесничеств, поучаствует в проведении чемпионата России по боксу. У нас вообще очень серьезно направленный социальный бюджет, поэтому в основном, конечно, все деньги расходятся на социальные программы. По какому принципу распределяются доходы? Куда нужнее, туда деньги направляются. Почти 100 многодетных семей получат поддержку. Законодатели согласились с предложением главы Коми помогать родителям, которые воспитывают 7 и более несовершеннолетних. Раньше на участие государства могли рассчитывать только те семьи, где минимум 10 детей. Уважение к данной категории граждан, семьям, матерям, чтобы в будущем наши семьи, мамы имели возможность получать, рассчитывали на получение денежных средств в будущем. И предполагается, что таких семей и матерей появится больше. На комитетах депутаты согласились с кандидатурами парламентской десятки членов Общественной палаты Коми. Столько же своим указом утвердил глава республики. Состав палаты обновится наполовину. Комиссия, прежде всего, опиралась на то, чтобы кандидаты, которые войдут в Общественную палату, представляли именно общественное мнение. То есть за ними стояли какие-то общественные организации, стояли люди. Вот, собственно, что мы постарались сделать? Это инвалиды, это ветераны, это предприниматели. Вот, это национальная автономия. На правительственный час депутаты пригласили руководителя агентства по управлению имуществом Ярослава Зиника и замминистра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Сергея Владимирова. У граждан с ограниченными возможностями, многодетных семей, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной есть право на бесплатный земельный участок для жилищного строительства. Но этот закон, по мнению парламентариев, работает плохо. В этом году муниципалитеты получили 1000 заявок, но удовлетворили всего 80. В основном это из-за отсутствия средств. То есть, хотя деньги выделяются, допустим, в этом году республика выделила 31 миллион, соответственно, муниципалитеты тоже выделили, но мы понимаем, что этого не хватает. То есть участки должны быть сформированы, для этого нужны деньги, соответственно, туда должны быть протянуты все сети, коммуникации, тоже нужны деньги. Парламентарии намерены просить правительство увеличить финансирование этой статьи. Сегодня на комитетах депутаты Госсовета также утвердили состав конкурсных комиссий, которые будут отбирать претендентов на замещение вакантных должностей руководителей Ухтинской и Воркутинской администраций. Сити-менеджеры Заполярья Анатолий Пуро и Северной Жемчужины Олег Казарцев подали в отставку. По условиям конкурса у претендентов должны быть обязательные высшее образование и опыт работы на руководящей должности. Максим Катаев, Игорь Данилов, телеканал Юрган.